Многочисленные комментарии, сообщения и лишь один вопрос – как переходить дорогу в положенном для пешеходов месте. Жители административного округа Насыр-Корт не раз обращались с подобной жалобой. Федеральная трасса – основная магистраль автомобильного движения в регионе и источник повышенной опасности для пешеходов. Поток машин на федеральной трассе нескончаемый, что вызывает немало волнения у взрослых. К слову, Хава Хамхоева детей в одиночку в магазин не отпускает. Сопровождая дочь, она переходит дорогу, ведь так безопасней. Женщина признает, перед началом учебного года переживает за своих детей. Отправлять их за знаниями в школу через трассу – испытания не для слабонервных. Нам очень сложно переходить дорогу. Как бы ни был здесь вот этот сигнал «стоп-машина», в любом случае едет кто-то, кто не видит, или кто-то, вот не знаю, как сказать, не хочется говорить, как едут и кто. Он не останавливается. Были моменты, что детей сбивали. Это очень трагично, это ужасно. Мы с трудом, мы с боязнью переходим эту дорогу. Пешеходы не просто участники дорожного движения. В массе своей они перевешивают автолюбителей. Поэтому их интересы имеют приоритет. Иначе города, созданные изначально для человека, превратятся в города для автолюбителей. Для их безопасности необходимо принимать все возможные меры. Из недостатков, выявленных нами сегодня, это то, что с одной стороны отсутствует асфальтный сход, что мы отметили в акте и выдали предписание СК НИОН об устранении данных недостатков до 1 августа 2020 года. Многие жители жаловались на то, что светофор не работал некое время. Как вы это объясните? В данном случае, вот сегодня, 28-го, при обследовании нами установлен факт, что светофорный объект находится в технически исправном состоянии, но на тот момент из-за отсутствия электричества, наверное, вышел из строя, и эти недостатки сразу устраняются. Организация, которая обслуживает данные светофорные объекты, там в течение получаса эти все моменты устраняются. К слову, это не единственная проблема на данном участке федеральной трассы. Без навыков скалолазания перейти дорогу в этом месте просто невозможно. Уроки выживания жители осваивают с тех пор, как началась реконструкция автомагистрали. По словам сотрудников строительной компании, для устранения всяких нюансов предлагаются различные решения ситуации. Здесь был организован временно пешеходный переход со светофорным регулированием, который мы содержим уже практически целый год. Вот. И дальнейшая его судьба, значит, неизвестна, потому что работы сейчас заходят в стадию завершения. Вот, нам необходимо будет запускать движение по 2 полосам. Вот чуть дальше есть пешеходный переход, и рядом с ним находится яма. Она не перекрыта. Значит, на данный момент сейчас там производятся работы, по их завершению будет, значит, все технологические отверстия все будут перекрыты и будут организованы временные сходы. Простая истина – пешеход всегда прав, однако некоторые автолюбители зачастую просто игнорируют сей факт. Согласно правилам, водитель обязан пропустить человека, который ступил на переходный пешеход. Но нужно понимать, что не только автолюбители нарушают правила, находятся и такие пешеходы, которые умудряются переходить дорогу в неположенном месте. Впрочем, на каждого нарушителя всегда найдется с десяток добропорядочных автолюбителей, которые призывают других одуматься и следовать букве закона. Сусей дорожник, поэтому обязательно нужно уступать, соблюдать правила дорожного движения. Также для безопасности наха, для безопасности МИИС. А тут тем более школу юал бережлел. Обязательно лорлуш, обязательно вейлордыш, белым лезу. Вопрос, кто виноват, не праздный. Сейчас главное найти решение тех проблем, которые сделали жизнь жителей не то что некомфортной, небезопасной. Прохождение по пешеходному переходу словно некий тест. После первого испытания возникает вопрос, куда дорога ведет дальше и какие испытания ждут впереди. Хава Гагиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.